Здравствуйте, меня зовут Светлана Лобанова, я заведующая отделом Центра медицинской профилактики государственного учреждения Республиканский врачебно-физкультурный диспансер. Сегодня я хотела бы представить вам самые основные моменты, которые касаются скандинавской ходьбы. Вы все знаете, что скандинавская ходьба – это аэродинамическая тренировка, и как и любой вид спорта, он требует к себе определенных условий, которые необходимо выполнять. Скандинавская ходьба – это то, чем мы можем заниматься круглый год. И зимой, и осенью, весной, и летом, но при этом необходимо соблюдать некоторые вещи по одежде, например. Мы же не выйдем в шортах зимой, а в куртке летом. Поэтому требования таковы. Одежда должна быть удобной, легкой, дышащей, не стесняющей наши движения, для того, чтобы во время ходьбы у нас не было никаких проблем с тем, что где-то жмет, трет, не дает нам правильно двигаться. Следующее требование – это обувь. Мы часто видим на улице людей, которые идут просто в обычной обуви. Нежелательно, потому что во время скандинавской ходьбы у нас определенная нагрузка происходит на голеностопный сустав и на саму подошву. Поэтому лучше, если это будут все-таки спортивная обувь, кроссовочки, лучше кроссовки для бега, а еще лучше есть сейчас специально разработанные уже кроссовки для скандинавской ходьбы. Следующий атрибут необходимый – это скандинавская палка. Чем и отличается скандинавская ходьба? Что вот кроме этой скандинавской палки и удобной одежды и обуви нам с вами больше практически ничего не понадобится. Скандинавские палки бывают статичные, одной длины, подобранные специально под каждого из нас. И вот такие, которые можно регулировать под свой рост. Существует вот такой замочек здесь. И мой совет, когда будете приобретать такие палки в магазине, попросите, чтобы вам помогли работать вот с этим замком. Часто возникают проблемы. Палка вылетает, уронили, травмироваться вы можете, потому что неправильно закреплен этот замочек. Попробуйте прямо в магазине, как он работает, как он фиксируется, для того, чтобы вы подобрали под свою высоту. И больше никому свои палочки не даем, ни с кем не меняемся, потому что это ваше индивидуальное средство занятия спортом. Заметили, что на этих палочках есть либо вот такой вот штырь, либо башмачок резиновый. Этот резиновый башмачок, он служит как амортизатор, когда мы идем по твердой поверхности, по асфальту, по плитке, например. Такая вещь, она служит для того, чтобы мы упирались во время ходьбы по мягкой поверхности. Она дает дополнительную точку опоры и не дает соскользнуть палке во время ходьбы. Следующий элемент этого снаряжения – темляк. Это вот такая полуперчатка, в которой маленький вырез и большой вырез. Он на липучке, для того, чтобы мы, одевая этот темляк на руку, могли специально его зафиксировать под свою руку. Руки у нас у всех разные, и вот подгоняем ее под себя, для того, чтобы палка висела на темляке вот таким вот образом. Существует некая кнопочка, которая тоже играет свою определенную роль. Нажимая на нее, мы можем освободить темляк от палки, что дает нам определенные удобства. Взять мобильный телефон, поздороваться с другом, завязать шнурок, не используя при этом палку. Механизм возврата, он примерно такой же. Вставили, палочка на месте. Это все, что требуется по отношению к экипировке. Я уже сказала, что палки должны быть только персональные, для себя. Как правильно подобрать высоту палки? Вот вы заметили, да, что я сейчас ее могу выдвинуть, могу задвинуть. Особенностью скандинавских палок является то, что они должны быть короткими. Если вы занимались лыжным спортом и смотрите часто, наблюдаете спортивные соревнования лыжные, то вы видите, что у лыжников палки высокие. Это связано с тем, что им нужен большой размах, большая амплитуда, большая скорость, динамика. И эта высокая палка как раз в этом и помогает. Нам же при ходьбе не нужны скорости, нам нужна правильная техника. Мы должны ходить, и эти палки нам служат дополнительной точкой опоры. Правильная подобранная палочка – это определенная гарантия того, что мы с вами не разобьем вот эти суставчики, что мы правильно используем и мы разгрузим тазобедренный, голеностопный и коленные суставы, и палка нам в этом как раз и помощник. Как правильно подобрать палку? Есть определенные формулы
там специальный коэффициент и ваш рост. Они умножаются друг на друга, и получается высота вот этой палки. Это достаточно, не очень удобно, я бы сказала, потому что разные категории занимаются. И самый простой тест, он выглядит вот таким примерно образом. Будьте добры. Берется палка, ставится на носок вашей обуви, и при этом вот этот угол, который образуется у вас в руке, должен быть 90 градусов. Это самый простой тест. Выше палка, вы видите, угол изменился. Ниже неплохо, но нежелательно. Все-таки надо, чтобы вот этот тест выдерживался. Это наиболее оптимальный вариант. Вот примерно такой высоты. Подогнали, замкнули замок, и можете спокойно пользоваться этими палками. Еще одна специфика этих палок может быть связана с ручкой. Вот вы видите, здесь пластик, здесь пробка. На любителя пластик легче моется, но потеют руки. Пробка более комфортно ложится в руку, но впитывает все, что мы во время тренировки вспотели и отдали этой палке, да? Теперь палки различаются правая и левая. Как их различить? Очень просто. На каждом темляке есть вот такая маркировочка. Проще всего запомнить L, левая. И начинаем. Одели левую на руку и начинаем наше занятие. Каждое занятие начинается с того, что мы должны провести разминку. Потому что мы все разные по возрасту, по состоянию здоровья, по состоянию костно-мышечной системы. И кроме определенных показаний, есть противопоказания к занятиям скандинавской ходьбой. Поэтому начинается всегда с разминки. Не показана скандинавская ходьба тем, у кого есть обострение каких-то хронических заболеваний. Это высокие цифры по артериальной гипертензии, гипотония, болезни сердца, недавние операционные вмешательства. И еще ряд каких-то показателей. Показания для скандинавской ходьбы. Лишний вес. Потому что проблемой сегодняшнего общества является гиподинамия. А гиподинамия – это вот те самые лишние калории, которые на нас нарастают. Мы с ними боремся, а они от нас никак не уходят. Так вот, скандинавская ходьба, но не такая, которую вот мы разочек вышли, прогулялись, что-то не всхуднулось. Надо делать не менее 3 тренировок в неделю. Вот тогда мы почувствуем разницу в весе, мы увидим, как начинают работать, как начинают работать наши суставы, как улучшается наше общее самочувствие, как улучшается наше настроение. Вегетососудистые дистонии – это тоже прямой показатель. Советую заниматься скандинавской ходьбой с кем-то. Либо это вдвоем, втроем, потому что даже в хорошей компании съеденная котлета не даст лишних калорий, а усвоится вся. А вот если будет некомфортно, то это все будет бессмысленным. Итак, сама техника скандинавской ходьбы. Вот эти палки должны использоваться как дополнительная опора. Начинаем разминку. Разминка начинается с голеностопного сустава. Самые простые упражнения. Может быть, у вас есть какие-то свои любимые упражнения, можете их использовать. Но я предлагаю начинать с таких упражнений. 5 поворотов голеностопным суставом в одну сторону, 5 поворотов в другую сторону. То же самое делаем с левой ногой. 5 в одну сторону, 5 в другую сторону. Затем добавляем колено. Приподнимаем колено до 90 градусов и вместе с голеностопом пытаемся крутить, делать какие-то движения вращательные для того, чтобы ощутить, как начинают работать наши мышцы. То же самое мы начинаем делать и с левой ногой. Тазобедренный сустав. Отвели ногу в противоположную сторону и вместе с голеностопом, вместе с коленом делаем вращательные движения. Когда вы будете делать эти упражнения в первый раз, вы почувствуете сразу легкий дискомфорт, потому что мышцы сразу испытывают некую нагрузку. После того, как пройдет основное наше занятие, мы делаем заминку. Вот это сейчас разминка, а там будет заминка. И во время заминки мы практически те же самые упражнения проделываем, но вы почувствуете, насколько вам стало комфортно, насколько удобные и приятные ощущения появились в вашем организме. После того, как размяли ножки, можно сделать несколько упражнений на
поясницу на мышцы спины. Элементарно. Вытягиваем вперед, держим максимально, сколько можем, и спокойно выходим в основное положение. Для плечевого сустава поднимаем палки вверх, запрокидываем, насколько это возможно, за спину. Возвращаемся в исходное положение. Это простые упражнения, но тем не менее они дают нагрузку как на суставные наши вещи, на суставные сумки, так и на мышцы плечевого пояса, спины, живота. Ведь не зря во время скандинавской ходьбы, во время тренировки задействовано практически 90% всех наших с вами мышц. Одним из основных компонентов скандинавской ходьбы является требование научиться правильно ставить стопу. Стопа должна у нас делать перекат с пятки на носок. Мальчики ходят с пятки, девочки ходят на каблучках, и это совсем не то, что нам с вами нужно. Мы с вами знаем, что на стопу проецируются практически все наши внутренние органы. И за счет того, что мы делаем вот этот перекат, и мы посылаем импульс в наши внутренние органы, это дополнительная тренировка. Поэтому научитесь ходить с пятки на носок, с пятки на носок. Это раз. Задействуются мышцы ног. Дыхание. Для начинающих техника дыхания должна быть самой простой. Дышите так, как вам удобно. Потому что если вы потом уже начинаете профессионально заниматься и втянулись в этот процесс, то дыхание происходит по такой схеме. Вдох через нос на раз-два. Раз, два, три, четыре. Выдох. Вот такая методика. Достаточно простая. Но при этом, когда начинаем заниматься уже по факту, люди начинают контролировать дыхание, ноги, как ставить руки относительно движения, и это все начинает мешаться. Я рекомендую всем, кто хочет заниматься скандинавской ходьбой, обязательно взять 1-2 тренировочки с профессиональным инструктором, который поможет вам поставить все на место, и вы четко освоите эту методику и будете заниматься. Сама техника ходьбы, она основывается на противоходе. Правая рука, левая нога, левая рука, правая нога. Достаточно трудно запомнить и усвоить с первого-второго раза. Поэтому я предлагаю самый простой вариант. Мы делаем вот такое упражнение. Значит, палки у нас опущены вдоль нашего туловища, держатся на темляках, и мы проходим несколько шагов. При этом руки биологически, физиологически, руки подключаются к ногам, и мы, когда начинаем идти, руки сами по себе подтягивают эти палки. За счет темляка палка ложится в руку. Вот это упражнение, когда палочки опущены внизу, и мы идем, двигаемся, называется волокуша. Очень просто запоминается и очень просто осваивается этот прием. Скандинавская ходьба хороша тем, что мы можем ходить и по ровной поверхности, и по пересеченной местности, в гору, что позволяет нам регулировать как раз силу нагрузки. Насколько мы хотим загрузиться, тем сложнее должна быть наша трасса. Если мы хотим просто прогуляться, то мы должны запомнить, как идет человек при скандинавской ходьбе. Запомнили? Правая рука, левая нога, либо волокуши, а потом руки сами по себе подбираются. При этом перекат стопы с пятки на носок. При этом еще не забываем, что мы палку на вот этом отводе освобождаем от руки. Палку не держим вот так вот крепко-крепко в руках, так, чтобы она прям вот слиплась с нашими пальцами. Палка ложится в руку свободно, и когда мы ее выкидываем назад, она должна идти свободно. В руку возвращается сама. Вот таким образом мы делаем. Ну и я хотела еще вот что от себя добавить. Если то, что вы сегодня услышали и увидели, вам показалось интересным, и вы решили заняться скандинавской ходьбой, вспомните, где вы видели последний раз в продаже скандинавские палки. Они недорогие, они доступные. Сходите, приобретите. Есть желание позаниматься с инструктором? Позвоните к нам. 20 10 79. И мы всегда будем рады вам помочь. Мы проводим как индивидуальные, так и групповые занятия.
При этом это касается не только жителей города Сыктывкара. У нас в каждом муниципальном образовании, в каждой ЦРБ есть специально обученный специалист, инструктор по скандинавской ходьбе. Обращайтесь, они всегда вам помогут.